Здесь начинается их знакомство с героическим прошлым Ингушетии. Участники смены лагеря «Молодой патриот», дети погибших героев СВО, пришли в музей. Им рассказывают об уроженцах республики, которые, как и их отцы, отдали жизни за родину в ходе специальной военной операции. Это не просто экскурсия, это урок мужества и живая связь поколений. Военная плеяда, которая начинается со дня вхождения ингушетии в Россию, она по сегодняшний день продолжается, и отмечено это участие ингушей в специальной военной операции на Украине. И этому посвящена небольшая наша выставка, которая так и называется «Героическая эстафета поколений». Здесь у нас представлены все 4 героя, 3 из них, к сожалению, посмертны. Вот здесь они: Хампоев, Боков и Хашагульгов. И 4-й герой Хашагульгов Султан Юсупович сегодня продолжает службу. Прилетели ребята из самого западного региона России на прошлой неделе, и за эти дни солнечная Ингушетия успела покорить их сердца. Для гостей организован насыщенный полезный досуг, спортивные игры, творческие мастерские, встречи. Особенно запомнился поход в горы. Для многих это было первое в жизни знакомство с величием Кавказа. Я никогда не представлял, что есть настолько высокие горы. Я думал, что они особо не такие прям высокие. Но когда туда приехал и их увидел, я очень сильно удивился. На водопады ходили еще. Там тоже красиво очень. Воду попил. Покинув стены музея, экскурсия продолжается под открытым небом. Ингуши славятся своей военной историей. На территории мемориала каждый монумент и памятник об этом. Здесь у нас представлена аркада, которая посвящена полным георгиевским кавалерам. У нас здесь 27 представлено. Среди них 5 генералов Российской императорской армии. Это участки русско-японской войны, русско-турецкой войны. Помимо дальше идут памятники и Дикой дивизии, и Барханоева Матвея Тагановича, который является одним из последних защитников Брестской крепости. Приезд детей из Калининграда в Ингушетию организован в рамках договоренности министра по внешним связям, национальной политики, печати и информации республики Руслана Мизиева и руководителя НКО самого западного региона России Саламхана Ваделова. Программа носит двусторонний характер. Дети из Ингушетии также отправятся в Калининград для участия в аналогичных мероприятиях. Именно то, что мы сегодня можем организовать отдых и показать нашу культуру, наши традиции, нашу республику, нашу природу таким детям, которые сегодня являются сиротами, их отцы погибли на специальной военной операции. Вот именно все им оказывают внимание, и мэр Малгобека нас приглашал, и вчера и Руслан Мизиев, министр, лично приезжал, общался со всеми детьми из лагеря. У нас там еще трудновоспитуемые находятся сейчас. То есть ребята, которые хотят общаться, хотят разговаривать. Это было видно, это было ясно. Завершающим и, пожалуй, самым впечатляющим аккордом этого дня стала экскурсия к символу Ингушетии – башня Согласия в Магасе. Величественное 100-метровое сооружение, воплощающее мир и единство, открыло перед ребятами свои двери. Им рассказали об уникальной архитектуре, ингушских традициях и значении этого места для всего региона. Амина Зязикова, Султан Булгучев, Магас, 24.